Якутия в мире. Добрый день, дорогие радиослушатели! Сегодня у нас в гостях постоянный представитель Республики Саха-Якутия по Дальневосточному федеральному округу Георгий Дмитриевич Никонов. Георгий Дмитриевич, расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям немного об истории Воспредства, когда оно было создано и чем оно занимается. Наше представительство было создано в 1992 году, 11 апреля, указом президента Республики Саха-Якутия, и работало до прошлого года в городе Хабаровске. И с этого года, с 1 января, полностью переехала в Владивосток. Вы знаете ситуацию, что Владивосток стал столицей Дальнего Востока, и все представительства, все органы федеральные, которые были в Хабаровске, переезжают, и некоторые переехали в город Владивосток. Основная наша работа была это работа с федеральными органами власти, с субъектами нашего Дальневосточного федерального округа, экономическая и внешняя межрегиональная деятельность с субъектами наших тоже Дальневосточного федерального округа, но работа со студентами, со военнослужащими, имиджевая работа, вот такие где-то 5 таких направлений было основных наших. Но с прошлого года новое руководство нам поставило новые задачи, имеется в виду больше уклон в сторону экономики. Действительно, первое место выходят такие направления, как поддержка товаропроизводителей Якутии, которые выходят за пределы нашей республики. Направление туризма, направление экономики, направление инвестиций. Вот эти действительно реально начали выходить на первое место. С какими странами больше работает наша республика, если смотреть вот именно Дальневосточный федеральный округ? У многих стран есть свои представительства, особенно во Владивостоке. С кем мы больше работаем? Действительно, мы вот находимся в самом острие нашей внешнеэкономической и внешней межрегиональной деятельности. В Владивостоке находится 10 генеральных консульств, все азиатско-тихоокеанские регионы и Соединенных Штатов Америки. На днях вот последними открылся генеральное консульство Узбекистана. И еще недавно переехало с находки в Владивосток генеральное консульство Корейской Народно-Демократической Республики. И кроме этого 28 почетных консульств, бесчисленное количество представительств азиатских стран в Владивостоке, которые работают по всей России. Якутия занимает российской деятельности Дальнего Востока одно из ведущих мест. Это, безусловно, первое место сейчас у нас это работа с Японией. Она и была с 1972 года, когда у нас начались все работы по Нерюнгри. И наши поставки были самыми большими, когда Советский Союз был в Японию. Но сейчас у нас вот Якутия работает, это проект Саюри, как вы знаете, который под Якутском. Очень такие продвинутые IT-технологиями связанные. Это энергетика у нас идет с Японией. Это ТИКСИ, который создается, энергоблок совместно с ветроэлектростанцией, с совмещенной дизель-электростанцией. Но японцы тоже возлагают очень большой интерес к этим проектам. Ну и, безусловно, проекты, которые будут в будущем, это, наверное, привлекает внимание Японии, это наш мост через Лену. Наши проекты, которые имеют быть место в Якутии, это угольные проекты, газовые проекты, нефтяные проекты. Поэтому интерес Якутии очень большой. На втором месте я бы хотел бы отметить это Китайскую Народную Республику. Хотя у нас нет там больших проектов, типа как мост там, или там больших добывающих проектов. Но она идет в такой плоскости, как говорится, более народной, более такой с уровня малого среднего бизнеса. И действительно очень много у нас ездит народу в Китай отдыхать, торговаться и так далее. Малый и средний бизнес у нас представлен в основном через наши побратимские связи с Китаем. У нас имеется с Китаем 18 договоров улусов, городов, которые связываются с Китаем, и работа ведется с ними уже более 10 лет. У нас очень эффективно работает это Мегино-Кангаласский район, улус Верхневилюйский, Нерюнгринские, ну и многие подтягиваются с ними. Идет активный обмен учителями. Допустим, наши едут, преподают русский язык по спорту, допустим, перетягивание палки, борьба, бокс. А с китайской стороны шашки, настольный теннис, китайский язык. И поэтому в этом плане
довольно активно ведется обмен в образовательной сфере. Ну и по спорту, то, что там шорт-трек, который у нас никогда не был, начал развиваться благодаря китайским нашим партнерам. Ну и другие вопросы. Вот верхоневелицы очень хорошо воспользовались китайскими партнерами во время своих игр, когда они проводили спортивные игры в позапрошлом году. Ну и планы у них очень большие. Мы надеемся с Китайской Народной Республикой работать тему. Это все-таки в сфере малого, среднего бизнеса, создания новых технологий. Но инвестиции надеяться очень, наверное, довольно сложно, но все равно мы должны работать в этом направлении. Георгий Дмитриевич, вы упомянули работу также со студентами, с военнослужащими. Было бы, наверное, интересно узнать, сколько же студентов из Якутии и сколько военнослужащих из Якутии сейчас учатся и служат в Дальневосточном федеральном округе. Ну, самое большое количество студентов, наверное, в этом Хабаровске. Это около больше 1000 человек. И второе место, наверное, Владивосток. За ними идут Благовещенск и другие города. На самом деле, вот раньше, когда вот лет 10-20 назад, когда было, у нас активно работал департамент по подготовке кадров, более проще было как бы это дело проследить. Но сейчас по основному поступают по ЕГЭ, и очень много поступает студентов с, будем говорить, русскоязычных вузов. Это Мирингринский, Алданский, Ленский, Алекминский, Мирнинский улусы, город Якутск. И мы работаем через студенческие организации. Это Кескель в Владивостоке, Харды, Хабаровске, которые работают уже давно, имеют свои традиции, свои взгляды, свои, так сказать, планы по дальнейшей работе. И мы надеемся приобщить всех студентов, которые имеют корни с Якутией, к работе этих организаций. Ну, с военнослужащими каждый призыв – это 2000 человек. В основном идут в Дальний Восток. Это Хабаровский, находится очень большой учебный центр Дальневосточного военного округа, который обучает полгода воинским специальностям и потом распределяется по всему Дальнему Востоку. Поэтому в первую очередь все едут в Хабаровск. Из Хабаровска распределяются по всему Дальнему Востоку. Но проблемы есть свои и по студентам, и по военнослужащим. Но в основном решаемые. Сейчас, допустим, армия не та, которая буквально лет 20 назад была, 10, буквально 5 лет назад совершенно другая была. Но сейчас очень такая мобильная, высокотехнологичная и мотивированная организация, будем говорить так. Постоянное представительство также является организатором мероприятий больших, да? Допустим, в прошлом году прошло обширное мероприятие на острове Русском, СЭХ. Можете немножко рассказать об этом? Считаем это наши вот культурные наши дела, это имиджами, нашими мероприятиями. Каждый год мы проводим СЭХ. На прошлом году она имела отличие. Это в Русском острове по соглашению с организаторами мы провели СЭХ во время Пяти. Это самая большая туристическая выставка Дальнего Востока России. Участвовало 52 страны со всего Азиатско-Тихоокеанского региона, с Европы и других стран. И во время программы этого мероприятия, выставки туристической, был включен наш СЭХ. И в этом году тоже договорились с организаторами по проведению СЭХа во время Пяти и включить программу Пяти этот СЭХ наш, чтобы была пропаганда нашего СЭХа, нашего событийного мероприятия, но завлечь туристов в Якутии. Вообще тема туризма стоит очень сейчас актуальна. В прошлом году в Владивостоке было раза 3-4 раза вырос поток туристов. Это где-то 800 тысяч туристов уже посетило Владивосток. И прямо чувствуется, что город стал таким туристическим. Весь центр все время забит иностранцами. В основном это где-то около 300 тысяч человек посетило китайцев, 300 тысяч Южной Кореи, ну и прочие остальные, это Япония и другие страны. И у нас имеются тоже большие свои планы и взгляды на развитие туризма в Якутии. И мы думаем, в этом плане мы тоже поработаем в Владивостоке. Каждый год во Владивостоке проходит тоже большое событие. Это Восточный экономический форум, где активно участвует наша республика. Начиная
Когда был АТЭС в 2012 году, вот этот Восточный экономический форум, самый большой экономический форум тоже России на Дальнем Востоке, участием первых лиц стран. Владимир Владимирович каждый год посещает, каждый год ключевой бывает гость. Это, допустим, премьер-министр Японии, Цин Цзиньпинь с Китая. Но в прошлом году был это премьер-министр Индии. И Якутия принимает самое активное участие в этих мероприятиях. И с каждым годом активность и содержательная часть, надо сказать, наших проектов, нашего выставления на этой выставке повышается. И представительство, безусловно, принимает самое активное участие в этих мероприятиях. У нас проходят мероприятия как бы на двух площадках. Это, во-первых, площадка улицы Дальнего Востока, где выставляются наши проекты, где выставляется культура, наша в основном представляется. И, во-вторых, это действительно сама площадка Восточного округа. Это павильонах работа, это где выступают наши вот эти ведущие наши предприятия, угольные предприятия, золотодобывающие, алмазодобывающие, нефтяные, газовые предприятия. Александр Сергеевич в этом году принимал, вы знаете, участие. И то, что он выступил от имени дальневосточных губернаторов, для нас очень большое событие. Впервые он выдвинул идею, допустим, по ипотеке для молодежи 2%, и она начала осуществляться, и мы думаем, это показывает на действительно авторитет нашей главы республики Элдархана Александра Сергеевича. Действительно, то, что там руководители страны прислушиваются нашей республике, нашему руководству. Кроме работы с органами федеральной власти, вовлечения вот в большие крупные события международного уровня и работы со студентами, с военнообязанными. Также реализовываете и другие проекты. Да? Например, хотелось бы услышать про уникальный проект «Пути великих свершений». Что это за проект? Спасибо. Каковы его цели? В 2012 году исполнялось 385 лет воссоединения Якутии, вхождения в состав Якутии России. У нас возник проект описать историю Якутии в связи с Дальним Востоком. То, что там было действительно освоение всего Дальнего Востока выходило с Якутска, с участием якутского населения, с якутских всех этих организаций, того времени будем говорить так. И когда вышло это первый тома, возник вопрос о том, что где Арктика, потому что Якутия оказалась, все земли, все заливы, моря, острова открыты, Восточная Новая Земля открыта с Якутска. Вот возник третий том, и мы сейчас уже закончили 6 томов большой этой книги. И получилась систематизация истории Дальнего Востока. У нас получается, как вот, допустим, в Дальнем Востоке много бывает в различных наших субъектах. Вот, допустим, Камчатка, там откуда-то приплыл Беринг, основал Петропавловск-Камчатский, откуда приплыл, откуда была подготовка экспедиции, кто там был и так далее, вообще там идет как бы не совсем непонятно. Или этот Николаев на Амуре, или вот это наше дальневосточное второе пришествие России на Дальний Восток, открытие Владивостока и так далее, тоже приплыл Невельской, приплыл Муравьев Амурский, и началось там освоение Дальнего Востока. На самом деле все вот этом, допустим, Николаев на Амуре в течение 20 лет, как он был основан, буквально почта приходила через Аян, через Якутск, проходила. И Невельской зимовал в Якутске, много писем, много у него документов с Якутска, об этом мало упоминается. Хотя Якутск был тоже центром освоения Дальнего Востока уже в XIX даже веке. Не говоря о Прусской Америке, не говоря о Чукотке, не говоря о Северных островах. Поэтому возникла такая систематизация. И обратило на это внимание Русское географическое общество. Труд высоко оценен. В этом году во время Дней Дальнего Востока была специальная конференция в Русском географическом обществе в Москве. И действительно вот этот именно как межрегиональный проект российский, который показывает развитие России в динамике. Проект имел положительное заключение Русского географического общества, и оно будет продолжено еще дальше при поддержке центрального аппарата Русского географического общества.
Здорово, очень большой проект, оказывается. Где можно найти эти книги сейчас, допустим, в Якутске? Основа этого проекта действительно книги, которые мы выпустили 6 томов. Она, хотя несколько раз перевыпускалась, и полностью она одновременно 6 томов никогда не выпускались, и поэтому она довольно разрозненная. Но в то же время она выпускалась по заказу правительства Республики Саха-Якутия, и поэтому полностью распоряжается правительство. Поэтому она никогда не выходила в открытую продажу. Она распространялась через библиотеки, через администрации, через органы государственной и муниципальной власти. Поэтому можно его найти в наших библиотеках, в наших органах власти, которые имели к этому отношение. Хорошо, спасибо большое. Георгий Дмитриевич, хотела бы пожелать вам успехов дальнейших, и хотелось бы попросить вас также сказать пару слов, пожеланий нашим радиослушателям. Уважаемые друзья, наступил 2020 год. Казалось, что совсем недавно у нас наступил 2000-е годы, начало века, но уже 20-е годы 21 века. Но вступаем в новое десятилетие с новыми надеждами, с новыми проектами, и хотелось бы, чтобы они исполнились, все наши мечты, все наши планы, ну и главное здоровья и счастья всем нашим радиослушателям. У нас в гостях был Георгий Дмитриевич Никонов, постоянный представитель Республики Саха-Якутия по Дальневосточному федеральному округу. Дорогие радиослушатели, спасибо, что были с нами. Для вас в студии работали Екатерина Голикова и Савина Данилова.